Специалисты энергокомпании обнаружили неисправность прибора учета уже спустя 2 дня после установки. Его закрепили на линии электропередач по улице Муталиева на территории рынка Ангушт. На месте энергетики выяснили, оборудование повредили намеренно, расстреляв его из оружия. Неисправный прибор решено было поменять на новый, однако история повторилась вновь. Его вчера, то бишь 16 числа, заменили на новый пункт коммерческого учета. Сегодня ориентировочно в 6:30 утра был расстрелян второй пункт коммерческого учета. Естественно, мы заявлений по поводу того, кто это мог сделать, не можем сейчас дать, поскольку работают следственные органы. Заявления в МВД были все написаны в правоохранительные органы. Кроме того, организовано обращение и в Следственный комитет, и в иные правоохранительные органы, поскольку по предварительной оценке использовалось боевое оружие. Расследование случая Россети «Северный Кавказ» взяли под строгий контроль. Специалисты установили прибор, чтобы предупредить факты незаконного потребления электроэнергии. Всего в регионе смонтировано 25 таких счетчиков. Когда понимаем, что показания прибора учета, которые находятся на стороне потребителя, могут быть некорректными, соответственно, мы устанавливаем такие пункты коммерческого учета для того, чтобы выявить реальное потребление. Что с нашей стороны было сделано все в соответствии с законодательством. Предварительно на Почте России были направлены уведомления потребителя об установке пунктов коммерческого учета. Мы уже увидели на подстанции, которая находится на стороне потребителя, он неисправен, не показывает количество электроэнергии, которое потребляется. Борьба с неучтенным потреблением электроэнергии – обязательное условие надежного и качественного электроснабжения, напоминают энергетики. Сетевой комплекс – сложный механизм, функционирования которого зависит от многих факторов. Потери в сетях, они формируются сверхнорматива, а сверхнормативные потери занижают объем полезного отпуска, что влияет в том числе на увеличение тарифов в регионе. Поэтому каждый, кто собственно, занимается такими деяниями по безучетному, бездоговорному потреблению, он должен понимать, что он таким образом влияет на общий тариф в республике, это первое. Ну и, что самое важное, на мой взгляд, он лишает компанию тех средств, которые могли бы быть потрачены на своевременное технологическое присоединение, которые могли бы потрачены быть на повышение надежности. Как заявили в Россети региона, если виновный будет найден, ему, согласно 165 статье Уголовного кодекса РФ, грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. Вандалу также придется возместить нанесенный ущерб. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакеев, Новости 24.